Как здорово, что Стэнли остался один. Наконец-то! Это чудесно, думал он про себя. Это все, о чем я всегда мечтал, и моя мечта осуществилась. Кажется, Стэнли почувствовал, что он должен побыть здесь, в этом маленьком коридорчике, в полной тишине, напротив комнаты 417. Нет, что вы, он не собирался входить в нее. Это было бы слишком. Стэнли лишь смотрел издалека, и не глазами, а сердцем. Он видел эту комнату вовсе не так, как его коллеги. Он просто упивался ею. О, это прекрасная стремянка! О, посмотрите на эту изумительную картину с пейзажем или с чем там. Для Стэнли это были минуты поистине вселенского экстаза. Нет. Видимо, все же нет. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Войдя в офис своего начальника, Стэнли остановился как вкопанный. Ни одной живой души. Он был абсолютно один. Это было чересчур для Стэнли. Это было чересчур для кого угодно. И тут у Стэнли подкосились ноги. Он упал на колени и закрыл руками лицо. Его плечи затряслись. Стэнли безутешно рыдал, оплакивая свою горькую долю. Парализованный отчаянием и страхом, он пролежал на полу около часа, но потом все-таки заставил себя встать и осмотреть комнату. Стэнли наткнулся на цифровую панель за креслом начальника. Что бы это значило? Сможет ли эта находка облегчить участь Стэнли? Но несмотря на то, что панель действительно могла помочь в разгадке одной из тайн прошлого Стэнли, она активировалась секретным четырехзначным паролем, таким хитроумным и неопределенным, что никто не смог бы его разгадать. 2845. Как это ни удивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене.
Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Несмотря на то, что на стене было написано «Выход», на самом деле в конце этого длинного коридора Стэнли ждала лютая смерть. Дверь за ним не закрылась, и у Стэнли все еще была возможность повернуть назад. Но, разумеется, Стэнли отлично понимал, что он слишком хочет жить. Нет, все-таки он решился принять смерть. В этом смысле Стэнли совершенно сознательно и решительно продвигался вперед, чтобы заглянуть смерти в глаза. Механизм пришел в движение, и теперь Стэнли медленно, но верно приближался к своей кончине. Он вдруг задумался о том, что жизнь его была, пожалуй, бессмысленна и никчемна. Стэнли не мог видеть всей картины, и помыслы его были зажаты в крайне узком его представлении об окружающем мире. Поэтому умертвить Стэнли было все равно, что выколоть глаза слепому. Так что он смирился со своей участью и приготовился принять конец своей пустой, бесславной жизни. «Прощай, Стэнли!» «Прощай!» — кричал рассказчик, глядя, как Стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса. В один момент Стэнли перестал существовать, раздавленный насмерть стальной машиной, переломавшей все его кости. Но пройдет всего несколько минут, и Стэнли, сидя в своем офисе живой и невредимый, снова запустит игру. Интересно, чего же хотел добиться рассказчик? Ведь если каждый твой путь был создан заранее, смерть становится абсолютно бессмысленной, так же, как и сама жизнь. Вы понимаете, что с момента начала игры Стэнли был мертв?
Нужно было положить конец этому ужасу, раз и всегда заставить вас, чтобы добраться до эксплуатации энергии. Стэнли зашел в зеленую дверь. И, наконец, он нажал на пистолет. Смотри внимательно, Стэн. Видишь, как важно делать все, что угодно в этой комнате. Это образец идеального мужского дизайна. В этой комнате начинаешь понимать, что хорошо, а что Стэнли стоял на крыше. Ты — это всего лишь ты. Пройдут годы, прежде чем ты сможешь решить эту задачу. Ну вы только взгляните на эту парочку. Как же они хотят смерти друг друга. Как они хотят управлять друг другом. Как они оба желают свободы. Вы понимаете? Вы видите, как они нуждаются друг в друге? Нет, похоже, нет. Иногда такие вещи не видны. Послушайте меня. Вы все еще можете их спасти. Остановите программу, пока они оба живы. Покиньте игру скорее же. Только так вы сможете выиграть. Сойдите с чужого пути. Пусть хоть это будет вашим выбором. Что бы вы ни делали, выбирайте сами. Не давайте времени сделать выбор.